В год столетия республики мы рассказываем о выдающихся уроженцах Коми, деятелях науки, культуры, искусства, героях войны. Большую работу по увековечению памяти таких известных людей ведет и наше землячество в Москве. Моя коллега Елена Красильникова встретилась с его активистами. Новодевичье кладбище – место, где покоятся известные люди нашей страны. Антон Чехов и Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Людмила Зыкина, Никита Хрущев и Борис Ельцин. Погост входит в перечень 100 важнейших некрополей ЮНЕСКО. Здесь же похоронены наши земляки. Главный статистик Советского Союза Владимир Старовский, ученый-геолог, академик Анатолий Бетехтин, генерал Дмитрий Дубровский, почетный гражданин Инты, артист Евгений Урбанский. Он, конечно, не уроженец Коми. Он жил и учился в Инте с 6 по 10 класс. Активисты землячества Коми показывают нашей съемочной группы могилы уроженцев республики. Будущий генерал Дмитрий Дубровский из деревни Граддер Сыктывдинского района в 1921-м ушел добровольцем в Красную армию. Его изначальная фамилия Сивков. Но так как он был воспитан на таких патриотических очень началах, порывах, он поменял себе фамилию на Дубровский и полностью старался соответствовать вот этому образу. Великая Отечественная война застала его в Беларуси. Освобождал Волхов, Брест, Варшаву, Берлин. С 45-го возглавлял управление военной администрации в Саксонии и только в 50-м вернулся в СССР. На Новодевичьем кладбище последний приют нашел и крупнейший ученый-геолог, академик Анатолий Бетехтин. Он родился в селе Ношуль Переузского района. С его именем связаны первые находки платины в нашей стране. В дар зарянскому народу Бетехтин передал вот эту коробку с коллекцией уральских платиноносных пород. Она сейчас хранится в Национальном музее Коми. В честь Анатолия Георгиевича назван минерал бетехтинит, который найден был в 1955 году, а также в честь него названы горы в Антарктиде. Чуть дольше мы искали памятник Владимиру Старовскому. 35 лет он был главным статистиком Советского Союза, а начал свою работу в статистическом бюро из Сысольска, когда ему было всего 14. Сделал головокружительную карьеру. А сейчас мы с вами подошли к захоронению Старовского Владимира Никоновича. Он родился в селе Помоздино. Его профессионализм особенно проявился в годы Великой Отечественной. Тогда было проведено 105 срочных переписей и еще 37 в первые послевоенные годы. Восстанавливались резервы производственных мощностей, остатки металлов и сырья. Имя Старовского носит улица в Сыктывкаре. На здании Комистата установлена мемориальная доска. На Новодевичьем кладбище Татьяна Вокуева всегда посещает и место захоронения художника Федора Модорова, направленного в Коми в 1925-м для создания картин о революционном быте. Часть документов дочь Модорова передала землячеству. Возле памятника артисту Евгению Урбанскому всегда много цветов. Он стал известен на весь мир после съемок в фильме «Коммунист». Отец Урбанского, партийный работник, был репрессирован. После Воркуты обосновался в Инте. Туда приехала его семья. Евгений учился в школе номер 1, которая сейчас носит его имя. В городском краеведческом музее открыта постоянная экспозиция, посвященная Евгению Урбанскому. К сожалению, его жизнь оказалась очень короткой. Ему было всего 33 года. Он погиб 5 декабря 1965-го на съемках задуманного очень интересного фильма «Директор». С 2009 года землячество Коми в Москве занимается проектом «Недели памяти». Активисты находят могилы известных уроженцев республики, приводят в порядок места захоронений. Берем ведра с водой, берем метелки, берем грабли и, во-первых, приводим мы захоронение в порядок. А потом привлекаем для этих целей еще и молодежь. И поручаем молодежи изучить биографии наших земляков. И поэтому у каждого захоронения кто-нибудь новый рассказывает о нашем достойном земляке. Работа над проектом «Неделя памяти» сейчас продолжается круглый год. Землячество Коми посещает 8 кладбищ Москвы и выезжает на воинские захоронения в Тверскую и Смоленскую области.